В Зимнем саду администрации главы республики прошла итоговая пресс-конференция Юнусбека Евкурова, на которую были приглашены журналисты как местных СМИ, так и федеральных. Общественно-политическая ситуация в регионе, реализация в Ингушетии национальных проектов, трудоустройство, пограничный вопрос и развитие региона. Темы поднимались самые актуальные и резонансные для республики. К примеру, по словам главы региона, до 30 числа будет утвержден план и создана рабочая группа, которая еженедельно будет ему докладывать об исполнении национальных проектов и других государственных программ, в которые входит реконструкция газовых сетей, строительство стадиона на 15 тысяч мест и обеспечение населения бесперебойной подачей воды. Что нас ждет в 2019 году и по бюджету, и по расходам, в общем, в целом экономическая ситуация? Основная, конечно, проблема – это социальное обеспечение населения, выполнение всех социальных обязательств, которые ставит перед собой государство, но республика в частности. Нам удалось удержать эту ситуацию в этом году с учетом того, что у нас уже 3, и этот год 4-й, 18-й был, накладка получается по ряду обеспечения социальных вопросов, в том числе и по своевременному отчислению в ФОМС тех средств, которые должны поступать за неработающее население. Поэтому у нас провалы получаются в прошлом году, в этом году, по итогам последних месяцев, пока нас не субсидирует федеральный бюджет, чтобы заполнить эту дырку. Если брать основные социально-экономические направления показателей и по индексу промышленного производства, сельхозпроизводства, мы по всем прогнозам, по всем направлениям идем в рост. По итогам 10 месяцев. Окончательные итоги будем подводить уже в следующем году, когда мы уже увидим результаты ноября и декабря. Хотя ноябрь-декабрь, они самые доходные месяцы, особенно по собственным доходам. Основные доходы поступают именно в закрытие года в декабре. Поэтому и мы увидим, опять же, продолжение роста, как это было и в 2017 году. Если брать те задачи, которые мы в этом году выполнили, они масштабные. Они масштабные в первую очередь в плане социального обеспечения населения. Мы вчера подсчитывали с председателем правительства, у нас практически 19 год и 20 год мы полностью закрываем по обеспечению населенных пунктов домами культуры. У нас реально осталось, вот на 19 год у нас заложено 8 домов культуры, в том числе мы выбрали и такие городские агломерации, как Насыркорт, Гамурзиево, Альтиево. Почему? Потому что то, что Дом культуры есть непосредственно в городе, это понятно, но вот в таких районах города, конечно, не должны быть большая часть населения. Мы продумали типовые проекты отдельно для таких малонаселенных пунктов, как Чемульга, Датых. Мы его развиваем как приграничную территорию, и Чемульга, и Бердюр тоже как приграничная территория с учетом малонаселенности. И там отдельный проект, который будет строиться, реализовываться в 2020 году уже. То есть если брать этого года проекты, то 8 домов культуры, населенных пунктов, порядка 6 школ, которые мы в том числе сейчас к Новому году будем открывать, 7 детских садиков. Это только социальный проект. Продолжение экономически важных направлений, в том числе инвестиционной привлекательности. Открыто ряд инвестиционных проектов в муниципальных образованиях, которые уже работают. Это проекты шаговой доступности торгового характера. Это и питание, и сельхозпродукция, и строительных материалов, и для нужд непосредственно жителей республики. То есть это такие проекты, которые нужны непосредственно для людей на местах. Поэтому, конечно, во всех направлениях мы не имеем провала.